Чеченская вечеринка Синк-Ирам. Что это? Невероятно сложный, многогранный и уникальный обычай, вобравший в себя сразу несколько традиций чеченского народа. Вайнахский этикет, правила поведения в обществе, парный танец, взаимоуважение и многое другое. В своей программе мы постарались раскрыть всю красоту танцев, песен, исполненных на Синк-Ирам, а также воспроизвести диалоги того времени, указывающие на все тонкости межличностных взаимоотношений. Сегодняшний выпуск будет посвящен Синк-Ирам, который устраивали в честь приезда гостя. Надеемся, что вы найдете время для небольшого путешествия в прошлое вместе с телеканалом Даймохк. Программа «Красота чеченских обычаев» продолжает свое путешествие в прошлое. На этот раз мы приехали на Жуиртовский район, в селение, именуемое Дечигала, чтобы узнать, как здесь проходили чеченские вечеринки Нохчи Синк-Ирам. В каждом уголке Чеченской Республики вековые традиции приобретают свои оттенки. Каждая местность носит свои нюансы и маленькие корректировки в обычаи, подчеркивая особенность своего рода, села или тейпа. Уникален сам процесс проведения Синк-Ирам. Нохчи Синк-Ирам – это целый пласт культуры взаимоотношений людей, общение людей, умение шутить, умение понимать юмор, умение достойно отвечать на юмор и умение складывать диалог на основе юмора, но при этом никогда не переходить нормы и уровень, где юмор переходит в оскорбление личности. Это всегда было недопустимо в чеченской культуре. Итак, узнав о скором приезде гостя, первым делом хозяин дома спешил сообщить об этом своим соседям. Для того, чтобы известить молодежь округи о том, что в доме в определенное время должна состояться вечеринка Синк-Ирам, посвященная приезду гостя. Юношам приглашение передавали на словах, назначая время начала и указывая на место проведения, в то время как за девушками хозяин дома посылал ответственных людей. Это могли быть супруга или близкие родственницы. Те, в свою очередь, отпрашивали у родителей или в их отсутствие у старшего брата или сестры девушку для участия в чеченской вечеринке с обещанием того, что она будет находиться под их вниманием. Девушку сопровождали до самого дома, где должен был состояться Синк-Ирам, и по окончании также провожали обратно. В доме, где проходил Синк-Ирам, первыми собирались девушки со своими музыкантами. Это могли быть женщины чуть старше, умеющие играть на национальных инструментах. Располагались девушки в самом почетном месте. У чеченцев почетным считается самое отдаленное место от двери. Рассаживались вне зависимости от возраста или достатка. На Синк-Ирам имели право присутствовать незамужние девушки, вдовы, а также разведенные молодые женщины. Одна из них обязательно должна была быть тамадой. Ее между собой выбирали сами девушки. Зачастую хозяин дома заранее приглашал женщину, которая уже была знакома со всеми правилами и часто становилась тамадой на других вечеринках. Главная ее обязанность – внимательно следить за соблюдением строгих правил. Также тамада способствовала новым знакомствам и оказывала помощь в сватовстве. Она садилась максимально близко к двери относительно девушек, как бы закрывая их собой. Ее назначали после прихода молодых людей, вместе с тамадой юношей, после чего оба занимали предназначенные им места. Когда все приглашенные девушки оказывались в доме, разрешения войти удостаивались и молодые люди. Чудак, вырубай! Где это? Ты родикл же мягкий. Могешь парать?
Заходили обычно все вместе, заранее собравшись вблизи дома. Хотя порой бывали и опоздавшие, которые имели право зайти в дом после начала син-эром, попросив разрешения у тамаде юношей и девушек. Зайдя в дом, справившись о здоровье и благополучии собравшихся девушек, молодые люди располагались в своей части комнаты. Не допускалось, чтобы на син-эром девушек было больше юношей. Оставить приглашенную на вечеринку девушку без внимания было крайне оскорбительно. Количество молодых людей было либо равносильно собравшимся девушкам, либо его превышало. Так же, как и у девушек, в качестве тамады юноши выбирали самого старшего и опытного мужчину, знакомого со всеми правилами и традициями проведения чеченской вечеринки, который, в отличие от женской тамады, должен был располагаться в самой глубине комнаты. Таким образом, они оказывались друг против друга и имели возможность спокойно разговаривать, знакомить молодых и следить за каждым из присутствующих. Не допускались никакого рода оскорбления, неподобающие слова или действия. Каждое движение было собранным, каждое слово обдуманным. وين وقتام عمر الغار الروكوي ريزوي ومسير تشبوه بيدوس هاجي هيسي سأم لي سنبول لي سهاجر لي سترجع لي ناكري تشيوكا تقام فاش بغير بدر دوك ديك خيردو ناكري سونم هال اسي بتخرج مالار شو موفي ديك دودا اسي بتيوك فتام يقول كرلت ترلو أمر عيل ويشن دوك دوت ويش يا أرجم بوتش الصغير ده المقلع تبع حوصل دوك وين لا والله ده خير سين مدبولة شرشيت عم تخل هذا هم دي شو درتي ويكنتي بقى ديك شين دقديري شنو لا توت لا تبندر اسيب هر يوم ويشك حاج دوك ويشن بولر موضوع У чеченцев есть поговорка: на син-эром гостю не достается гостя, односельчанам односельчанка. Смысл этой поговорки в том, что если на вечеринке присутствуют несколько гостей, и юноши, и девушки, то знакомить их между собой было бы неблагоразумно. Такое мероприятие позволяет расширить круг знакомств, узнать друг о друге больше, скрепить взаимоотношения соседских селений. И ничто так не роднит семьи и села, как захло. السلام عليكم وعليكم السلام مرحبا حقيقة شو باش مبشر وبيقول شاشدرون ما ديك شو حكاش لكن خوديش موكش برا خد بير يزرق مودا شو باز ووشكت اليوم غاز هندله درت اليوم غازا إيه شادر ديلردو لكن شو عاد مودا شو باز ووشكت ديك عشتو ده ديك خوب صولا ديك الحمد عشتري لله دير قنا هيتم قصده بركوت انتي واوش حاج وحال В первую очередь внимание оказывалось гостю. Знакомиться он мог сам или его близкий друг мог начать разговор с понравившейся гостю девушкой. كيفيش وين صغير دوشنا يا شيء شهر بدي سلوش والشوا حالها كيفيري تام دير بردا بردو شازلو مكري تام دير بردا بردو خوزلو شهر بدي يولشو يا بردا بردو إيش ترسين غيرم دعوة بوي ده والله تيجي هو تعم بيست فون مقدريس أردو يسترو نحن تعم بيست فون مقدري بقى هيك ميجر اتوار كل في عشر وقت هو غلاش تعرفوا سنتي مكيو مكي بس يبدا بطيارين مكة بيست فون مقدريس ولا ايش ولا مكة
وهيش وقومت كيري صبو هايو اللي خلان سيدا شيخلش الشير ارينش ايدا تيخلش إدش يدتي ديك شيء دولا حاج قسم ديك يخزايا شيء هوس بيحيز ريخش يدك باهم تعبير تينا حشين يرزو يرش أبو شوي ساق برش سمو قادا شمت كشتاقي حريز بيح بوشي ما شاء الله. По чеченским традициям отказать гостю девушка не могла. Даже имея серьезные отношения с другим человеком, девушка должна была согласиться этот вечер посвятить гостю. Уважить его считалось большим почетом. Если ее молодой человек присутствовал на Синкъйрым, он также не имел права показывать свое недовольство. Макар, освезгило ждал Макер пурвайло. Ханси если букяри. Шихен насеях чаптел, яхел юж хоттел. Элведей цакисту. Шемет тасадин сунтер шоушер сунмет ё кондер. Amma konmet knis belani zonga. وهاجي بعتو ايه دوشار. اجيبت. واسو. مك سيك صاحبي شو يا اخي شو رجع كورت عيره ريزيو اشتغل دخل. ده ريفورم ده برصع بشو بقى نكون دجاوا ما شاء الله. هاش في كنت ورا شاهدك خليتر ورش. هيز هاي سمو ضاف دوغا. Нужно отметить еще один момент. Если среди присутствующих мужчина замечал свою родственницу, он тихо прощался и покидал вечеринку, дабы не смущать ее во время сватовства. مسلم وهل أمرأة سو وعصابه صغار هو شايسف الشعير هو عاش لدى مبيتا بركل خاش وقطع عوضه هو لدى مدروات صار نجر دو غير ريس خلاص شو بس هذيك دالو اللي هذيك بركل واوجد عاش واحد لكن لا سيدوير بركل واوج بركل يسخر واقعا بيدي خزغو در مسلم ديالي بوش عشين بيحكم بوش يا ايوهيش انا ارسين كيرو وين بيت الوهاي. Итак, чтобы обратиться к понравившейся девушке, молодой человек был обязан спросить разрешение сначала у тамады мужского. После его одобрения юноша обращался к женской тамаде, указывая ей на то, какая именно девушка привлекла его внимание. Никаких жестов и криков с места быть не могло. Если молодой человек был знаком с девушкой, он мог назвать имя ее отца или просто указать на занимаемое ей место среди девушек. Женская тамада обращалась непосредственно к самой девушке и узнавала ее мнение. Девушка либо отказывала под благовидным предлогом, либо соглашалась. На вечеринке у девушки могло быть несколько ухажеров. Pigger var han. Och så märkligt han visste med Gardariso. نجر دو يستوى. Märkligt han. Och han märker visste på blå alltså. لا والله undох. باهم بر. يتيب دوق در. يخزر اليوق لإخوات. أصليخ ديك اليوم. إيش تيوق سين توسق وشوح كرينا الغيت شو صار. Märkligt han. Hon Olir själv tja. هو يوفى على عرسون. انت عايشه عايشه شو هالزيرين ما كريتام اس عايشه تي بيزن بخن الكير دوغ اريخ تاش خلصي سوشلو ستوسو إيرسا دقسمو آخر دريتي أوسن. Слова, используемые сватами-друзьями или самими молодыми людьми во время захла, сватовства, были настолько продуманы, взвешены и искренни, что зачастую многие становились афоризмами, используемыми по сей день. Наши предки очень правильно, точно и красиво умели разъяснять свои мысли. Каждая фраза словно вырвана из книг. زيبت دين مو أبوز بوه كان دورت أبوز بوه يا شنو أبوز بوه
هرسه کی گیرشنیان دور چازیه بلوان ایشتر همه کلی دور چازیه بلبوی هستون شون ازیه بلبوی هستون داشتی اصلا هیچ شدیونه شش میوش درجه کچه هاش دو شهریت های مهکش نلا دوش دلم هرتوش دراحة يحيتها خان یا خیل وزن گلا شیشه و شد کو این هم دست ريزي بوهو يحيت شوريا Эй, да, зайди. В конце вечера гость благодарил всех присутствующих за оказанный ему почет и уважение. تيجي هو تعبيس خل نقدر يسو مگر دو بیست کلا خوص أوش توش ديك إيلي سي مصو أو غيره تي يورك تي شون ديل ريزي أو ماكري شون ديل ريزي يعني دال سيدو شو دال إحتو برشو توش دقو سين غير مش كاحل هو ده بسمو توش ديل بعد دال سيدو شون ديل ريزي غل كنت حبور بنت توش دعورو شش لا می بتروح ده ریس هست بركو ديل ريزي ماكري تعمده بركل دير يا سخل شنو ماكر شنا خاص سمو داقيش سمو تصدع لما تسوى درسه راح وغويش نسدى لقصة انت شنو دير يا سخل دير يسخل والله يختبوا غش معي يقول حسن مقداقع وصدوق قدر المقلع نجح فخ لدري ويالح ويكتب الورد داري أتوبوي لا نعمس ولا والله داير ما شوي ما شاء الله مريم ها نادي كل ما شوي ما شوي ما شوي بالك تقول بس رومان ده ها بارك ها كيش واوش واوش كيش نحكي لا سيدول واوش Все знакомства заводили публично, официально. В чеченском обществе молодые люди знакомились при свидетелях. Со стороны юноши это мог быть его друг. У девушки близкая родственница или подруга. Свидетели способствовали гармонизации этих отношений, чтобы они были чистые, основанные на чеченской ментальности, и при этом ими создавались все условия, чтобы в итоге состоялся счастливый брак. Конечно же, такое мероприятие, как чеченская вечеринка, было прекрасным местом для встреч, где в присутствии знакомых молодые имели возможность общаться друг с другом. На вечеринке девушки и юноши пели песни и танцевали. Парный танец на вечеринке занимает особое место, требующее отдельной программы. Танец – соревнование, демонстрирующее всю ловкость и грациозность танцоров. Лезгинка – это своеобразный язык общения. В нем можно выразить всю красоту и искренность своих чувств, свое уважение к партнеру. Именно поэтому танец являлся неотъемлемой частью любого синкыра. Так, сменяя сватовство танцами и песнями, проходили чеченские вечеринки. Такое открытое, интересное и веселое действо было довольно частым явлением в чеченских селениях.
Наши бабушки и дедушки, возможно, даже мамы и папы, успели застать столь прекрасный обычай, объединявший такое количество людей. Мы рассчитываем, что благодаря нашей программе вы погрузились в атмосферу времени, когда обычай Синк-Ирам был настоящим институтом воспитания, создания семьи и родственных отношений. Возможно, многие из вас, посмотрев нашу программу, смогли подчеркнуть важную и полезную информацию, которая поможет вам в современной жизни. اشتاق زاد نجرتا حلقي غادي تشخي الليرة